Вышли на воду. Роман уже успел встать на якорь. Сейчас к нему подойдем, тоже будем пробовать. Народу очень много на пруду. Все приехали рано, но мы приехали почему-то поздно. Но будем надеяться, что будет клевать у нас. Давай. И вот еще у нас спецназ рыболовный нагребает. Леха приобрел лодку где-то у какого-то алкоголика. Пошел, говорит, за пивом. В очереди сказали, что продают лодку, и он ее вот выхватил. Но вроде не спускает. Ну все, пошли тоже. Будем пробовать рыбачить. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, значит, выбрались с друзьями на рыбалку, на платный пруд, в Илев, попробовать половить щуку. Ну и первый раз пустить в этом году лодки на воду. Значит, за зиму не у всех лодки сохранились нормально. Там у Сергея обнаружилась дырка в днище, и они с Алексеем вдвоем на одной лодке рыбачат. Вот. Ну, попробуем ловить щуку, окунь, не знаю, что будет клевать. В прошлой неделе друзья здесь ловили, клев был не ахти. Посмотрим, что удастся поймать нам. Поехали. Поклевка. Значит, кидали уже тут около часа. Не клюет ни хрена. И наконец-то вот такие вот щурки здесь клюют. Вот так примем его. Опа. Ну, можно сказать, что сезон открыт. Вот таким вот щурочком. Значит, смотрю, люди, вот, которые рыбачат, у них тоже вот поимки именно вот таких вот рыбок происходят. Блин, инструмента ничего не достал. Вот так вот. Значит, на вертушку мэвсовскую воблеры кидал, что-то не клюет ничего. Помню по былым временам, что клевало здесь на вертушке. Поставил и не ошибся. Первая щука этого сезона. Отпускаем ее домой. Ну все, сезон по щуке тоже можно считать открытым. Да. Продолжаем рыбачить. Ловись, рыбка большая и маленькая. Наверное, нужно какие-то заклинания говорить. Обещали вроде тепло, но тепла что-то не видать. Не сказал бы, конечно, что холодно, но 17 градусов.
Так, щурок вот схватил прям под лодкой. Такой же. Какой-то он раненый. Сейчас посмотрим. Опа. Ага, такой, видимо, в сетях, что ли, был. Какая-то вот на нем рана. Тихо, 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 тихо. Сейчас отпущу. Так, вот еще одного удалось мне поймать. Да, вот с этой стороны видно, что он был в сетях. Видимо, какой-то добрый рыбак его отпустил. И мы давайте тоже его, пожалуй, отпустим. Так, итого 2 рыбки. Уже неплохо. Продолжаю ловить на вертушку. Пока приносит это результат. Ребята, значит, с Лешей, Сергеем звонили, они тоже поймали 2 щурков. На вертушку одного, по-моему, на реджа. У Романа не знаю, как дела. Но клюет плоховато. Или плохо, я бы даже сказал. Большая компания, вот сколько здесь, 4 лодки у них, и сзади еще тоже с них 5 человек. Ловят тоже не крупная щучка, в садках, все складывают. Говорит, будем брать все, то бишь доедают здесь щуку. Но крупных нет. Все вот такие вот небольшие, 200, 300, 400 граммов. Да, конечно, если было бы солнышко, может быть, получше клевало. Не совсем еще прогрелась вода, но и щука, наверное, еще болеет. Вот и Роман открыл сезон, тоже поймал щучку. Что-то, наверное, покрупнее даже, чем у меня были щурки. Как? Грамм 700. И он кто-то за хвост укусил. Ага. Кровавый. Да, побольше, чем у меня. Эх, у тебя какой махор там. Зачетный. Вот такой вот щурок. На что клюнул, Роман? Клюнул. Такое. А, все-таки на вертушку тоже перешел, да? Перестали маяться мы с воблерами, тут на вертушку тоже есть поимка. Да? Все, целовать будешь ее? Да. Огонь. Все, отпускаем тоже. Убежала. Так, а Алексей с Сергеем у нас уплыли в хвост. Можно было тоже туда поплыть, но возвращаться оттуда тяжело. Так, ну все, сейчас стану рядом с Романом и будем вертушками методично оббрасывать. Может быть, удастся еще поймать что-нибудь. Я там поймал еще одного щурка. Вот с травки взял? Нет, от берега кидал. Не к берегу, а от берега. Тоже на вертушку. Вот так вот кинул. Ага. Ну все, здесь продолжаем. Вот здесь поглубже. Вот на мели, конечно, ничего не было. А вот здесь поглубже как-то начинается. И вот, видимо, это. Ага. Все, сейчас тоже стану на якорь. Да, была поклевка, ребята, и думаю, включу камеру, может быть, удастся доловить. И удалось, да. То бишь не ошибся, была эта поклевочка. Опа.
Оп, ну все, сам отцепился. Не стал руки пачкать. Третья щучка. Кидаем, кидаем. Блин, поклевки очень редкие. Поэтому на камеру как бы, ну, ждать что-то бессмысленно. А здесь получилось так, что поклевка, и я ее долавливаю. Ну хорошо. Так, время у нас сколько уже? Половина 12, без 20-12 уже. Грубо говоря, у Романа из-под лодки вытащил. Стояли вместе, у меня случился зацеп, пришлось вот сместиться немного и кидаю в Романа, а у него под лодкой щукари. Неприятный ветер. Ладно, что, отключаюсь. Будет что-то интересное, будем включаться. А так, смотреть, как я хлыщу воду, наверное, неинтересно. Наконец-то удалось вымучить на воблер, ребята. А то на вертушке, блин, и воблер. Но щука клюнула, блин, еще меньше, чем на вертушке у меня клевала, блин. Вот такой вот карандашик. Пиявка на нем, ничего себе. Сейчас аккуратно освободим. Воблер поставил от компании Серебряный ручей. Сейчас. Ах, ничего себе, как она тут жабры повредила, блин. Ага, ну вот так вот. Вот такой вот щурок, отпускаем его. Пусть растет. А, ничего себе, а теперь пиявка у меня перекочевала на воблер. Тоже ее отпустим. Воблер от компании Серебряный ручей. Он у меня уже давно в коробке. Значит, есть у него название? ССВ АП 10 граммов. 1,2 метра заглубления. К сожалению, нет названия. Вот такой вот. Очень хорошо работает у меня по пассивной щуке. Решил его поставить и не ошибся. Щучку удалось поймать. Ну, попробуем. Будем сейчас менять и вертушки, и воблеры. Может быть, активизируется клев. Попробуем вертушкой сначала, а потом воблером. Алексей с Серегой у нас уплыли к истоку туда, куда-то. Даже не видно лодки. Только по WhatsApp присылают нам фотографии с щурками. Остановились на счете 3, либо перестали отсылать, либо вот только 3 поймали. Уточним у них потом. Ага. У Романа была поклевка, но сошла возле лодки рыбка. Так, а я пока дрейфую, зацеп вынудил меня сняться с якоря. Поэтому попробуем, может быть, как-то половить от береговой кромки. Может быть, рыба там. Непонятно, конечно, что с глубиной. Не понял, включилась камера или нет. Наконец-то более-менее достойная поклевочка. Значит, иду в дрейфе, как я уже говорил, и наконец-то клюнула более-менее нормальная щучка. Сейчас попробуем ее принять. Опа! Да, это самая большая за сегодня.
на вертушку, на Мэпс. Троечка. Да, что у нас тут? Мэпс Аглия. Да, вот это уже, конечно, поинтересней. И щука догоняла, она не схватила сразу. Она ее как-то била, мне показалось. А потом уже только схватила. Вот такая вот красавица. Все, отпускаем ее домой быстрее. Опа, все, супер. Уху! Ну, будем здесь еще кидать. Роман вымучил все-таки щуренка. Опять сошел. Ага. Вот, видимо, вот эти вот подвижки идут. Ну да, да. Как-то вот она вот не берет, как бы лениво. Ну да, я тебе говорю, у меня тоже вот она как будто хватает, блин, это, ну, щипает потихонечку. Но на вертушку опять. Есть, ничего себе, воблер поставил. И сразу... Опа, надо, ничего себе. Разловил, мне кажется, он у меня просто так валялся в коробке. Так, ну давайте липгрипом, наверное, примем тоже. Такая чуть-чуть покрупнее. Опа. Тоже пиявка на ней. Ну, такая, да, как бы покрупнее, чем это. Но у меня уже вторая здесь такая. Опа. Вот опять пиявка, то бишь рыба в принципе не активна, хотя здесь пруд. Тихо, 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 тихо. Как-то, блин, липгрипом неудачно я взял. Через воблер сейчас надо перехватить. Сменил воблер, и пока Роман снимал, как тут вываживает, ну, первый заброс, да, и попалась щучка. Ветер стих, может, как-то это сейчас повлияет на клев. Будет клевать. Считай, у Романа поклевка и у меня сразу поклевка. Ну, что, вот такой вот неплохой щурочек тоже. Ах, ничего себе. Опа, ничего себе. С молоками еще. Самец, молоки с него летят. Чуть липгрип не утащил у меня. Все, отправили домой. Воблер вообще непонятно. А, есть название. Тамура. Тамура какой-то. 8 граммов. 1,2 метра. Непонятно, что за воблер. 1000 лет лежит у меня в коробке. Ну вот, пригодился. Да, наверное, это первая его рыбка. Отлично. Ух, супер. Внезапно распогодилось. Вышло обещанное солнышко. И сразу у нас 25 градусов, как и обещали. То бишь там во сколько? Часов в 5-6 утра дождик был, блин. Пасмурно было, блин, до 11 там часов. До 12, да, получается. А сейчас все, жара, хоть раздевайся. Ветер затих, на воде штиль полнейший. Ну и рыба все равно не клюет так активно, как хотелось бы. Но, судя по пиявкам, я не знаю. Давно, конечно, не рыбачил на этом водоеме, но раньше здесь мне ни разу с пиявками рыба не попадалась.
Да, сейчас будем, наверное, снимать куртку, блин, вообще жарко. Все печет. Экспериментирую, меняю воблеры разные. На воблер поприятнее поймать, нежели на вертушку. А с другой стороны, и на вертушку неплохо бы поймать. Ну ладно, сейчас будем с этой точки смещаться. Здесь больше клевать не хочет. Так, Роман наконец-то без схода вроде вытаскивает щурка, но небольшого. То бишь вымучил там тоже, наверное, путем перебора приманок. Ага. Все, отпустил. Ну, мелочь, мелочь. Но, к сожалению, забирают и такую. Мелочевку. Сместился ближе к берегу, но здесь что-то прям трава. Очень много малька в траве. Стало видно. Да, здесь вертушка уже не проходит. Уже под лодкой, блин, схватил, блин, всю дорогу сопровождал. Щука, значит, ну не сразу хватает, блин, она преследует его, тыкает вертушку. В данном случае сейчас. Опа! Я думаю, за траву что ли цепляется, не пойму, что за такое, блин. И все-таки он ее бабах и сожрал. Уже в конце жадно. В заглот. Так, и все, не хочет отдавать теперь вертушку. Так, возвращаются ребята. Вон, сейчас у них спросим тоже, как дела там. Да, в принципе, уже и заканчивать, может быть, пора. Как спасти теперь этого зверька? Вот в чем вопрос. Да, этот чурок пострадал. Вертушка пролетела прям в жабры ему. Все, вот такой вот щурок. Не знаю, жабры повредились, но отпустим, там выживет, не выживет, цапли съедят. Мне он не нужен. Все, пока. Супер. Так, вернулись Лёшка с Сережкой. Что у вас там, клевало, нет? Клевало. Десятку, наверное. С десяток? Да ты врешь, мне кажется. Ну, сколько, штук 6 точно. Ага, ну все мелочь, да, вот? Ну, вот да, какие-то. Такая самая большая, да. Ага. Ну и у меня такая же ерунда здесь. Ну что, сворачиваться будем или что? Ну, я думаю, да, поехали головля проверим. Головля еще проверим. Ну, а как? День только наш. Так, время у нас 20 минут второго. Сворачиваемся, да? Да, поехали на другой водоем.
Все. Надоело рыбачить. Рыбалка ни о чем. Да? Мелочевка. Но распогодилось вроде, да? Все, да ладно, поехали к машине. На абордаж! На абордаж! Я буду подругой. Ага. Ага. Хорош, хорош. Я знал, что у тебя подлодка, и тебе кинул подлодку, блин, а ты успел выхватить его. Я снимаю, если что. Я заснял, Роман. Да, все, собрались уже до машин, но кто-то сказал, давайте еще 5 минут половим. Даже карсан пригодился. Вот сейчас уже она берет в ротик. Короче, защику сделал. Нормально, нормально. Сейчас выход только начался, а мы уезжаем. Только распогодилось и домой. Есть еще одна. Я тебе говорю, выход. Что такое? Ну, коряга? Чего там травище там подсекал, еще как правдошный. Щук вот в траве стоит. Сразу обурились и в романы кидают. Так, ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка. Было открытие рыболовного сезона у нас, так скажем, по щуке. Сейчас идет запрет, поэтому выбрались на платник. Всем удалось подержать рыбу на крючке. Клевали некрупные щурки у всех. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Всю рыбу мы, естественно, отпустили, нам она была не нужна. Мы проверили наши плавсредства, снасти, вроде все в порядке. Можно рыбачить будет, как бы готовы. Будем уже, когда будет запрет снят к рыбалке. Вот такие вот пироги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся на воде. Ничего себе!